Единый фонд Аксубаевской центральной библиотеки пополнился новыми книгами различного содержания на татарском и русском языках. Здесь на выставке представлены книги классиков, представителей среднего поколения, молодых писателей Татарстана, а также книги по истории и культуре татарского народа. На выставке представлены несколько томов из 15 томника сочинений классика татарской литературы Галимжана Ибрагимова, 6 томов из 10 томника народного писателя Мухаммеда Магдеева, представлены на книжной выставке. Любимые нашими читателями рассказы, повести и роман включены в сборник «Буранда». Это 9-я книга из серии «Татарская проза». Сборник пьес в честь 140-летия со дня рождения классика татарской литературы Галиаскара Камала. Любителям поэзии представляем сборник стихов и поэм классика татарской литературы, поэта-героя Фатыха Карима. Трагедии в стихах в книге классика татарской литературы Ильдара Юзеева. Йөрәкләрдә кабат терелә, в сердцах снова оживает. Книга народного писателя татарского народа Фаниса Яруллина. В книгу Марселя Галиева «Кәефеңә кия төшермә, не порть себе настроение» включены юмористические рассказы, воспоминания о писателях-артистах. На выставке представлена долгожданная нашими читателями книга «Наши землячки» народного писателя Татарстана Набири Гимаддиновой «Ульмес. Бессмертная». Здесь включены новые повести и рассказы писателя. Роман Айгуль Ахмедгалиевой «Туташ» посвящена жизни и судьбе основоположника татарского театра Сахибджамал Гизатуллиной Волжской. Проза татарских писателей в книгу собраны переводы произведений классиков татарской литературы. Здесь включены произведения в переводе Гаухар Хасановой, произведения Набири Гимаддиновой, Ркаил Зайдулла, Зиннура Мансурова, Туфана Миннуллина, Мухаммеда Магдеева, Аяз Гилязова, Рузели Мухаммедшина и других. Книга Ольги Ивановой «Гаухаршат. Исторический роман». Это вторая книга трилогии «Повелительницы Казани». Книга повествует о довольно продолжительном периоде Казанского ханства. Центральной фигурой в книге выступает дочь Нур-Султана Гаухаршат, женщина своенравная, властная, с острым умом и языком. В силу своего характера она не довольствуется почетной ролью ханской дочери. А дальше читайте сами. «Играй, не зная печали» называется книга казанского журналиста Аделя Хаирова. Читатель найдет в книге истории о казанцах, о любви и одиночестве. Адель Хаиров на протяжении многих лет собирал в свой блокнот интересные характеры, которые встречались ему в городе, деревне, чтобы сохранить их в своих рассказах, как редкие экземпляры украшения земли татарстанской. Также на книжной выставке представлен публицистический сборник поэта Газинура Мурата «Ике Икингбишвула. Дважды 2-5». Роман о судьбе медицинских работников и ученых Татарстана – самая любимая книга читателей нашей библиотеки. Это роман Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы». Любителям поэзии предлагаем сборники стихов Рифы Рахман, «Сені сиям десең, говоришь, что любишь», Равили Рахмани, «Açtım yazmış perdelerin», «Открыл занавес судьбы», Халисы Мударисовой, «Вакытларны болмый туктатып, время не остановить», Лилии Фаттаховой, «Ишит меня, услышь меня». Чтобы выразить самые сокровенные чувства души и сердца, иногда достаточно нескольких строк. В книгу Рифата Джамала собраны короткие стихи. А в книгу публициста Дамира Гарифуллина «Гомер Үте. Сюз скала. Жизнь проходит, снова остается» собраны самые популярные 50 рубаи автора, четверостишие, основанные древневосточной традицией рубаи, переплетаясь с фантазией художника, сильнее доказывают богатство татарского языка, красоту и силу поэтического слова. В книге известных татарских ученых
Фаяза Хузина и Гамирзяна Давлетшина булгарской цивилизации изложены ключевые моменты истории и культуры булгар, одного из основных предков современных татар. Фотоальбом «Изги Болгар. Священный Болгар» издан на русском, татарском и английском языках. На основе богато иллюстрированного материала рассказывается о традиционном собрании мусульман «Изги Болгар Джина», которое в 2018 году состоялось на священной земле древнего Болгара на берегу Великой Волги. Музыка религиозных праздников, татаро-мусульманская традиция. Традиции религиозных праздников татаро-мусульман представлена такими жанрами, как мунаджаты, молитвами, зикрами, салаватами, чтением Корана. Живым и мертвым героям и всем детям Великой Отечественной войны посвящается книга «Годы суровых испытаний на защите Отечества». Где бы ни жили татары, стремились строить мечети, открывать школы, медресе, воплощать в жизнь просвещение и книжное дело. Многочисленные пословицы и поговорки татар, посвященные образованию и знаниям, поэтические произведения древних поэтов и крылатые фразы современных писателей возвеличают книгу. Издание это посвящено богатой и сложной истории татарской книги, начиная от средних веков до нашего времени. Издание подготовлено учеными Ириком Хадиевым и Раифом Мардановым. Следующая книга Гумер Саттарова «Татар исемнере». Рождение малыша в семье – это большое счастье, но с появлением ребенка рождаются и проблемы. Первая из них – имя наречения. Часто родители и их родственники ломают голову, как правильно назвать своего ребенка. Расул Гамзатов сказал, в имени девочек должно отражаться мерцание звезд или нежность цветка, а в имени мальчика – стальной звон сабли и мудрость книги. Решить проблему имя наречения поможет вам книга «Татар исемнере», которая содержит более 15 тысяч имен и их пояснения.